Пожалуйста, пройдите к трибуне. Уважаемый Конституционный суд, уважаемые участники процесса, значит, как уже было сказано, основанием к обращению в Конституционный суд, значит, с данным ходатайством послужила неопределенность и сомнительность в вопросе соответствия статьи 442 Уголовного процессуального кодекса, которая и его противоречие пункту 1 статьи 61 Конституции Кыргызской Республики, которая четко закрепляет, что каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод, предусмотренных Конституцией, законами, международными договорами, участницей которых является Кыргызская Республика, а также общепринятыми принципами, нормами и международного права. Данный, значит, закон, Уголовно-процессуальный кодекс от 28 октября 2021 года Кыргызской Республики, 22 сентября 2021 года. Как уже, значит, было, значит, общая фабула сказана, что, значит, в 2018 году Генеральной прокуратурой возбуждалось уголовное дело в отношении группы, которая осуществила рейдерский захват имущества китайских инвесторов и завладела 100% долей уставного капитала строительной компании БЛС, а также все принадлежащее имущество, в том числе жилой комплекс Diamond City. Как уже также было сказано, значит, участники, значит, данной группы были осуждены, потому что из основного, значит, уголовного дела в отношении Воинова и Куценко согласие на сотрудничество со следствием и, значит, приговорами Первомайского районного суда оба были осуждены. Вторая инстанция, значит, Бишкекский городской суд оставил данные, значит, приговоры в силе. Также хотелось бы, значит, дать информацию, что основное дело, которое рассматривалось в Первомайском суде в отношении экс-депутата Маманова, экс-судьи Джаркеевой, также уже приговор вышел, обвинительный. И, значит, они были также приговорены к различным судам. В этом случае, конечно, имеются риски того, что, значит, гражданского судопроизводства, что может повлиять на, значит, прав потерпевших. Поэтому, значит, также бы хотелось отметить, что в данной норме, значит, отсутствует вообще общий срок, в течение которого можно, значит, принести кассационные жалобы. И вот при отсутствии общих сроков для принесения кассационной жалобы, получается, осужденный может подать кассационную жалобу в любое время, что дает ему право практически бесконечно и без ограничений, значит, воспользоваться своим правом. В то время как потерпевшие, считаем, ущемлены в этом праве. Что в данном случае нарушаются его конституционные права на судебную защиту и наносится, значит, урон. Норма, содержащаяся в статье 442 УПК Крымской Республики в редакции закона Крымской Республики 2021 года, в
которых указано, что пересмотр в кассационном порядке приговора определение суда апелляционной инстанции по основаниям, влекущим ухудшение положения осужденного оправданного лица, в отношении которых дело прекращено, допускается в срок, не превышающий 1 года со дня вступления их в законную силу. То есть данная норма не дает права потерпевшей стороне обращаться за гарантированной судебной защитой как в сфере уголовной, так и в сфере гражданского производства. И тем самым его правам и свободам наносится значительный урон. И, соответственно, эта норма должна быть признана противоречащей пункту 1 статьи 61 Конституции Кыргызской Республики, так как она является неконституционной и в правоприменительной практике используется против прав и интересов потерпевших, создающих условия для невозможности взыскать причиненный преступлениями материальный ущерб. А также, уважаемый Конституционный суд, считаем, что статья 442 УПК Кыргызской Республики должна быть все-таки дополнена нормой, устанавливающей общий срок подачи кассационных жалоб для установления равных условий как для осужденного, так и для потерпевшего от преступления. Поэтому считаем, что имеется соответствующая связь изложенных обстоятельств с нарушением конституционных прав лиц, потерпевших от совершенных преступлений против собственности, гарантированных Конституцией Кыргызской Республики. И на основании изложенного, руководствуясь пунктом 3 статьи 97 Конституции, пунктом 1 части 1 статьи 19, статьей 21 Конституционного закона Кыргызской Республики о Конституционном суде Кыргызской Республики от 15 ноября 2021 года, номер 130, просим признать статью 442 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики неконституционной и противоречащей пункту 1 статьи 61 Конституции Кыргызской Республики.